Хадж не турпоездка, а испытание, к которому стоит серьезно подготовиться. Молодежь, пожилые люди, все, кто собирается в паломничество в этом году, пришли получить ответы и наставления. Перед тем, как отправиться в благословенный путь, будущих хаджи еще раз инструктируют. Совершить хадж хоть раз в жизни должен каждый мусульманин, у которого есть на это силы и средства. Причем деньги на поездку должны быть заработаны честным трудом. Лида Аушева – одна из тех, кому посчастливилось в этом году посетить святыни ислама. Мечта всей ее жизни вот-вот должна осуществиться. قشقة ما تحاولش بيقم حاضر ديخر مش مولش لي إزمارك حمدا. Для Лиды и еще сотен паломников из нашей республики выступают и дают советы представители разных профилей. На встречу приглашены врачи, работники таможенной службы, Роспотребнадзора и, конечно, сотрудники комитета по хаджу. سقو إحرام لا دي كانية ترد تحقز أجر كير تقدر تز أزوي مخ دار بول نخ بوشرة ويجدي دوغش خضرة جد ومك دوغش خضرة وي العدو خانها عمرتي كتمتع حجود ديخ قدر أجر حال عمرت نية صوتي حال عاقع عمرت دي حق دي استات أخ حجود الدوش حجود بالغش كشغل دوش اشتدوي وشرد الدور دلو حجو إحرام عديخ كره بيمخ شيء ليشا خص حجو حمد يخا شمار موس دايخ حيونا ايربورتي داليان دلي وين سيك موتيك خديه إحرام عديخ كموتيك خديه تدوه موتيك خديه قاستا موتيك خديه. На встрече касаются самых важных нюансов, как правильно совершить паломничество в святые места и чего делать не стоит. Все, что может вызвать вопросы у наших земляков. Будущим паломникам первым делом также советуют держаться вместе во время совершения хаджа и при соблюдении всех этапов паломничества, строго следовать инструкции руководителя своей группы. А вот сотрудники Роспотребнадзора объясняют, с собой будущим хаджи обязательно нужно взять сертификат о прохождении вакцинации. Риск подхватить инфекцию во время поездки в Саудовскую Аравию, куда стекаются миллионы людей из разных стран, слишком велик. Поэтому подумать о собственной безопасности и здоровье должны сами паломники. Нужно быть также внимательными к еде. Не стоит покупать незнакомого и сомнительного вида продукты. Продукты питания должны быть покупаться в определенном месте, и они должны быть в определенном месте. Я есть зяхам, ряхам я еще лежат, цар шей специи шей хамаш тиха, вей угазар абаханаха зяхама целошхул, поэтому уах дихар душун йохка жуляхам тиар. Паломники из таких семинаров пытаются извлечь максимум пользы, чтобы по приезду не столкнуться с неожиданными сложностями. В Саудовской Аравии все по-другому, свои законы и свой менталитет. Для тех, кто впервые совершает паломничество, важно знать его основные шаги лучше остальных. Каждая группа состоит из 35 паломников, и на каждую группу отдельный руководитель, который их сопровождает отсюда и до конца, до их возвращения опять в свою республику. Поэтому до этого проводились различные семинары, уже отдельные семинары, но это уже такой большой итоговый семинар для всех паломников. Конечно, в этом году у нас есть уже новые правила, так как до сих пор у нас паломники собирались в Сунже на автовокзале, на бывшем автовокзале, а в этом году сразу паломники будут направляться уже на аэровокзал. الله ديال رياضة خلصان يبخ بيزن بول يبخ شام بول يبخ يحتانخ دابخر يخ باخر دال ميرش دولت واشته تدول يوساچن واشته دالت سيبخ
Такие семинары, собрания проводятся ежегодно с целью получения верующими знаний не только о вопросах завершения пятого столпа ислама, но и в вопросах, непосредственно связанных с бытовой и практической частью поездки. Самолет 31 июля в рейсе Ирин 5 часов утра и 8:10 сейрин, 18:10. Так шалаш длина 6:50 и 18:50. Это рейс Айрежи, шиши рейсы за 5 часов до вылета حجوي حد قاتش يعني حد قول بيج متى واضح كيكي يجيش التلفزيون أدى ويش руку видишь масляный белгул яка. Теперь, когда все подготовительные сложности позади, будущим хаджи остается только ждать дня отлета. По планам организаторов, первый рейс с паломниками должен отправиться уже 31 июля. Тамара Хашагульгова, Тамерлан Нужахов, Новости 24.